В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Глава Якутии представит послание Илтумену 15 декабря. Новый флюорографический аппарат получила Хангаласская центральная районная больница в рамках нацпроекта здравоохранения. Столетний юбилей первого героя Советского Союза Федора Попова отметили в Мегино-Кангаласском УУСе. Глава республики Айсан Николаев выступит с ежегодным посланием Государственному собранию Илтумен 15 декабря. В послании озвучат стратегические направления развития республики на ближайшую и долгосрочную перспективу, основные векторы деятельности регионального парламента, правительства, органов местного самоуправления. Прямую трансляцию из зала республики будут вести телеканалы НВК «Саха», Якутия-24 и радио ТТИМ. Еще один новый дом готов к сдаче и приему новоселов по улице Карла Миллера в городе Алекминске. Данный дом построен по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, а также предоставления жилья детям-сиротам и оставшимся без попечительства. Застройщиком данного дома выступила компания «Нордстрой». Для данной организации это уже не первый дом в Алекминске. Все квартиры соответствуют нормам и требованиям СНИПов. Практически замечаний особых таких вообще нету. Единственное, ждем заключения Госстройнадзора, и после этого все, можно будет и ключи передавать. В различных частях столицы республики продолжаются работы по преображению облика города. Жители Якутии за этот год уже успела порадовать обновленная местность возле Талого озера. Якутск преображается также и благодаря проекту «1000 дворов», в рамках которого у горожан появится множество мини-общественных пространств. Энтузиасты и блогеры также не остаются в стороне. Блогер Петр Андреев предлагает свою идею по преображению города. Его идея заключается в расширении городских каналов, которые, по его словам, можно сделать судоходными. Однако пока идея находится только на стадии разработки. Ну, тут надо сформировать, получается, запрос от жителей. Вот. Надо как-то жителей подготавливать к этому. В среднем раз в 5 лет эта тема поднимается в том или ином виде, но что-то все глохнет. Вот. Но я дал именно вот визуализацию того, как этот канал мог бы существовать и как бы он мог выглядеть. Хангаласская центральная районная больница получила новый цифровой флюорографический аппарат. Оборудование поступило в рамках реализации национального проекта здравоохранения. Новый цифровой флюорограф российского производства является переносным, то есть его можно погрузить в служебную машину и выехать с ним в отдаленные труднодоступные наследия для обследования местного населения. В течение этого года районная больница, благодаря нацпроекту здравоохранения, получила один УЗИ-аппарат экспертного класса, один стационарный и один переносной рентген-аппараты. В следующем году ожидается поступление еще 2 стационарных рентген-аппаратов для Махсоголовского отделения и поликлиники в городе Покровске. У нас имеется один стационарный флюорограф, который расположен в поликлинике. И у нас также имелся передвижной флюороаппарат, флюороустановка, которая ездила по населенным пунктам. Но он был старого производства, выработал свой ресурс и как раз вот весной сломался. Ну и вот нам выделили переносной флюороаппарат цифровой, и благодаря ему теперь у нас все населенные пункты Хангаласского района, включая самые отдаленные, будут охвачены флюорообследованием. Урукаттан бияха бир стационарный флюорограф или лябита, он на бирерга передвижной флюороустановка. В селе Бичинчалинского района открылся новый кинотеатр. Подробнее в следующем сюжете. Каждая пятница в кино. Такое завершение рабочей недели теперь обещает быть у бичинчинцев. В пятницу будет уже премьера у нас кинофильма «Черное золото». Вот, и у нас как бы открывается уже кинотеатр в селе. Это в Ленске будет первый договорник. То есть в селе никого нету, походу, Сахапильного договорников говорили, но мы первый, получается.
А раньше, чтобы посмотреть кино, жители Наслега ездили в город. Теперь кинотеатр прямо возле дома. Здание клуба реконструировали и закупили необходимое оборудование. Надо добавить, что оно приобретено исключительно за счет средств местного бюджета. На оборудование было затрачено около 500 тысяч рублей. На них приобретен современный экран, установлена хорошая акустическая система. Говорят, я всегда отличался от других детей. Все, что попадало мне в руки, я пытался разобрать. Мне было интересно, что там внутри. Уже все, уже готово. Да, интернет-соединение есть. Уже почему бы и нет, чтобы жители дальнего села посмотрели кинотеатр почти как премьера якутских фильмов. Открытие кинотеатра местные жители ждут с нетерпением. Их сегодня на Слеге 700 человек. Среди них немало молодежи. Татьяна Попова проживает в Бичинче всю жизнь. Девушка рассказывает, что кинотеатра у них никогда не было, поэтому его открытие – событие значимое. Мы так рады, что у нас появился вот показ. С пятницы у нас начинаются премьеры, и мы не будем искать в интернете, во-первых. Во-вторых, есть чем заняться, да? Ну, дома же всегда тоска. На пятничную премьеру вы, конечно же, собираетесь. Конечно, всей семьей придем, посмотрим. Билет в кинотеатр будет стоить 250 рублей, как для взрослых, так и для детей. По словам директора клуба, подписан договор с Саха-кино, и новинки якутских фильмов теперь жители Бичинчи смогут смотреть день в день со всей республикой. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. На заседании Комитета Государственного собрания Илтумен рассмотрели такие вопросы, как социальная гарантия специалистам мобилизованных пожарных охран и дружин в виде повышения заработной платы и предоставления санаторно-курортного лечения. Также был рассмотрен вопрос о необходимости и способах определения тундровой зоны, о том, кто и как должен тушить природный пожар на тундровой территории. Все рекомендации будут рассмотрены Комитетом Государственного собрания Илтумен затем на пленарном заседании. Вопросы рассматривались разные, включая те вопросы, которые изменения в те или иные нормативно-правовые и законодательные акты, также законы, которые на уровне федерации, на уровне республики, в которые должны вноситься изменения. Они обсуждались и были сегодня проголосованы и приняты. Это такие, как, допустим, социальная гарантия наших тех, кто является мобилизованными пожарными охранами, которые у нас тушили. То есть не секрет о том, что сегодня уровень заработной платы у них очень низок. Иногда даже ниже прожиточного уровня. Они не обладают правами, а также тем, что как их дети должны быть устроены в дошкольное и школьное учреждение по месту жительства, и являются ли они первоочередным правом на это. В Нюрбе состоялся финал деловой игры «Лидеры Нюрбы». Цель ее – выявить и поддержать талантливых, перспективных руководителей и специалистов, лидеров Нюрбинского района. Подробности в следующем материале. Для участия в этой деловой игре руководство района с сентября месяца провело отбор активной и перспективной молодежи. В течение нескольких месяцев команды работали над своими проектами по выбранным направлениям. Молодежь района приняла активное участие в конкурсе, и вот на днях они защитили свои проекты. По итогам финала 6 лучших проектов получили сертификаты на 100 тысяч рублей на реализацию своих проектов. Мы не ожидали, что мы выиграем. Все команды были очень сильными. Среди них, как оказалось, мы оказались шестой командой, которая сильная из 5, которую мы выиграли 100 тысяч рублей на реализацию своей программы. Программы слета добровольных пожарных команд. С этого года, с следующего года, за января, мы начнем уже проект свой реализовать. Этот конкурс без преувеличения можно назвать кузницей кадров. 20 победителей получат гранты на обучение в лучших образовательных учреждениях страны. Лучшие из лучших включены в программу развития управленческого кадрового резерва Нюрбинского района. Победители конкурса за счет бюджета района обучаются в передовых вузах нашей страны. В основном это в городе Москва, в городе Санкт-Петербурге проходят стажировки, повышение квалификации. А в Москве в основном идут на Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации и в другие различные вузы. Сегодня все 47 участников, которые приняли участие с рекомендацией экспертной комиссии, вошли на рассмотрение главы района.
Согласно первоначальному плану, было решено профинансировать 5 лучших проектов. Таковыми оказались проекты «Я будущий эксперт по финансам», агропроект по выращиванию овощных культур, слет ДПК, спортивные единоборства в массы, сила Нюрбы-Сата. Но с учетом мнений экспертов конкурса дополнительно отобрали проект о создании медиацентра фонда Федота Сафронова на базе его фонда частной коллекции книг, который районной библиотеке передала его вдова, заслуженная учительница ЯССР Татьяна Белозерова. Роман Савинов, Семен Васильев, Нюрбинский район. Столетний юбилей первого героя Советского Союза из народа Саха Федора Попова отметили на его родине в Батаринском наследии Мегино-Кангаласского улуса. В рамках подготовки к мероприятию был организован Оргкомитет республики. В Мегино-Кангаласском улусе этот год был объявлен годом героя. Накануне также отметили и столетнюю дату образования Батаринской средней школы имени Федора Попова. Презентовали юбилейную книгу, подвели итоги научно-практической конференции «Вечная слава героям», а также привели классные часы, проект «Школа героя». Далее делегация возложила венок к памятнику Федора Попова и посетила музей-комплекс. На торжественной части мероприятия начальник правления образования Ирина Черкашина вручила альбом-рапорт по проекту эстафеты «Звезды героя» заведующей музеем Альбине Ходуловой. Все квартиры соответствуют нормам и требованиям СНИПов. Практически замечаний особых таких вообще нету. Единственное, ждем заключения Госстройнадзора, и после этого все можно будет и ключи передавать. Оставайтесь на телеканале Якутия-24, не переключайтесь.